Всем добрый вечер. Сегодня пятница, да? Да. Сегодня пятница. Жамха. Жамхакана, да. Здравствуйте, наши подписчики, комментаторы и зрители YouTube-канала Татары Мира. Сегодня мы вновь с Искандером Абы Измайловым. В общем, я немножко спущу, чтобы не попадал в экран ноутбук. В общем, мы сегодня взяли тему, которую, в принципе, анонсировали в нашем прошлом стриме, когда обсуждали булгары, болгары, суары и авары, а именно вопрос о не просто этноним булгар, да, потому что есть еще и булгаризм, есть еще и булгаристы, и есть такой интересный исторический источник, как Джакфар Тариха. Вот. В принципе, почему на этой теме остановились и почему мы не дали башкир, буртасов и мещеряков, дадим обязательно, не беспокойтесь. Сегодня просто черед для... логично же, если мы в прошлый раз обсуждали булгар-болгар, то сегодня мы обсуждаем уже булгаризм и булгар. Вот. Скажу так, что у меня есть моя личная история, мое личное отношение к булгаризму, потому что еще когда я поступил на первый курс исторического факультета нашего федерального университета, был болен где-то, наверное, год-полтора булгаризмом, потому что я считал, что это мы тут татарами ходим, надо в булгары переписываться, записываться. Но это, знаете, я вот уже сколько прошло лет, уж лет 13-12 прошло с этого момента, я сейчас прекрасно понимаю, почему это произошло со мной тогда, когда мне было там лет 18-19. Тогда очень сильно, очень быстро стали развиваться различные сообщества в интернете в формате ВКонтакте. И ВКонтакте вот как раз-таки появилось сообщество «Мы булгары», «Мы булгаристы», там татар не существует. Я подписался на это сообщество, там стабильно какой-то неизвестный мне автор, делал текстуальный контент, я это читал. Писал он классно, вдохновляюще, и как-то вот этим проникался, и уже сам начал этим потом изъясняться, этим языком, то, что прочитал. Это потом уже, учась на истфаке, там у меня был преподаватель Гатин Марат Салаватович, который мне все объяснил, вывел меня из этих тупиков, рассказал про постановление ЦК ВКПБ 1944 года, когда нам запретили Золотую Орду, рассказал о таком замечательном археологе Альфреде Халикове. Вот. Также, рассказал, что, на самом деле, мы вот говорим Волжская Булгария, но все-таки основной этноним, слово, которым себя идентифицировали жители Волжской Булгарии, все-таки был мусульмане, да, а булгарами могли себя, наверное, называть только правящая верхушка. Вот. И там родоплеменные всякие тоже идентичности существовали, поэтому, насколько я понял, булгары это какой-то наверное, результат увлечения, да, поиском своей идентичности. Детская болезнь. Да, скажем так, татарской интеллигенции там в 19 веке, когда как раз-таки тоже пошла волна просветительства, люди стали писать, книжки, издавать журналы, газеты, попытались переварить, что же произошло с нами за этот исторический период и осмыслить вообще ход истории татарского народа. Когда, я болел булгаризмом, мне в руки попалась книга Искандера Абы Измайлова «Защитники стен Искандера». Вот. Я когда его прочитал, сейчас, конечно, я не воспроизведу все те посылы, которые там были оставлены. Во-первых, там классные фотографии мечей, вооружение, древний булгар. Вот. Там самый главный посыл заключался в чем? Булгары себя считали защитниками ислама прям на краю земли. Дальше за стенами Искандера нет ничего. Поэтому они были прям мусульманами, наверное, такие, не знаю, современным языком, хардкорные мусульмане, жесткие мусульмане. И, наверное, я сейчас тоже опрокидываю на те события 12 лет, когда я был булгаристом,
понимаю, почему люди увлекаются булгаризмом, это еще и какое-то сопричастность к мусульманскому сообществу. Потому что все, что связано с татарами, это какое-то тенгриянство, это какое-то язычество, что-то вот татарские ханы все там пили, алкоголики какие-то, да, там вот такое. А вот булгар это прям вот, значит, благородные, благочестивые мусульмане, защитники стен Искандера. Вот. Ну, в принципе, я все это пережил. Сейчас я считаю, что у нас татары многокомпонентный народ, много что понамешано, и этим мы богаты. Искандер-Абы, в принципе, вот такая моя личная история, на которую вы, в том числе, как автор книги, повлияли. Теперь вам слово. Дорогие слушатели, дорогие зрители, должен сказать, что повторить, что у нас всегда свежие новости о прошлом, поэтому здесь мы можем и относительно этой темы сказать, что у нас есть свое мнение, и вы можете тоже поделиться своими переживаниями, как у вас это происходило, как вы осознали и свое татарство, и булгарство, как это уживается, как, нет ли тут противоречия. Ну, а мы попытаемся поговорить об этом в таком историческом ключе и рассказать, какие есть исторические, психологические мотивы, которые в конце концов привели вот в советское время вот к такой дихотомии, которая вот к началу 2000-х годов была преодолена в пользу возвращения к истокам, к татарской идентичности, уже без каких-либо таких булгаристских наслоений. Вот совершенно правильно было сказано, что каждый имеет в этом отношении свою личную историю. Я в этом смысле тоже имею личную историю, и она связана с моим учителем Альфредом Хасановичем Халиковым, который был основателем научного булгаризма, то есть научной концепции происхождения татар от булгар, и даже к концу жизни он ставил вопрос о том, чтобы нам бы переименоваться из татар в булгары. И к этому времени мы уже с ним по этому поводу спорили, и здесь я должен сказать, что пережил определенную такую личную драму, потому что мой учитель оказался булгаризма, и когда я ему приводил аргументы в пользу того, что мы все-таки татары, он очень резко меня критиковал, ругал, и в конце концов это привело фактически к такому охлаждению наших отношений, хотя я до сих пор считаю, что он не просто учитель, он человек, который научил меня в науке практически всему, что я знаю, но я прекрасно знаю и освоил все его аргументы, но просто я уже могу привести этот подход и понимаю, что переубедить его было невозможно. То есть он не просто как ученый осознавал, но и он как человек глубоко проникся этим и уже отказаться не мог. Но мы, как люди уже следующего поколения, конечно, смогли от этого отказаться, смогли преодолеть детскую болезнь булгаризма. В каком-то возрасте многие проходят или проходили, и еще будут, видимо, проходить вот этот самый путь. Поэтому он очень важен, как такие этапы психологического становления. Очевидно, и становление нации в целом татарской, оно было связано вот с таким преодолением этого самого булгаризма. Поэтому два слова нам нужно вообще возникает. Как уже правильно было сказано, в булгарской державе, очевидно, только аристократия именовала себя булгарами. И
только она имела такое общее самосознание, осознавала, что они являются создателями, хранителями вот этого государства, в то время как основное население, податное мусульманское население, строго следовало принципам ислама и в целом осознавало себя таким народом пограничным, который защищает не просто стены, это метафора, а защищает крепость ислама. Вот эта крепость ислама, учитывая многозначность вот этого слова «крепить», «крепость», и позволяет нам говорить о том, что вот это являлось основой, осознания себя основным населением, не булгарами, как полагал Альфред Хасанович Халиков. Никакой в этом смысле народности не было. Сам термин «народность», собственно, появился в советской историографии для того, чтобы подчеркнуть некоторую средневековую общность и доказать, что в Средневековье вот эти общности, государственные организмы, население этих государств было в культурном, духовном отношении довольно гомогенным, то есть однородным. Но современные материалы показывают, что средневековое общество разделено не только сословиями, но и цехами, вероисповеданием и целым рядом других ячеек. И средневековое общество самое разделенное и самое дисперсное. Не было никакой единой ни русской, ни булгарской народности. И вот когда булгарская аристократия потерпела поражение в борьбе с татаро-монголами, то она была частично истреблена, частично вошла в состав вот этих самых татарских кланов и фактически исчезла. Но население не перестало считать себя мусульманами. Оно не называло себя булгарами, но продолжало считать себя мусульманами. И в источниках об этом периоде, в том числе и русских, часто упоминается, что русские князья совершали походы на татар и бесермян. Вот эти бесермяне – это и есть искаженные мусульмане. МБ просто такой языковой переход в славянских языках. И, соответственно, мы можем здесь приоткрыть завесу над идентичностью вот этого основного населения. Но основные события стали происходить уже гораздо позже. Дело в том, что в восточной историографической традиции и географической традиции Булгария стала исторической областью, которая все поволжские земли стала именовать Булгарией. Ну, как исторической областью была Башкирия, так и исторической областью была Татария. Это как, например, сегодня Сибирь? Там... Да, неопределенная, да. То есть неопределенная категория. Но есть и более определенная. Мы уже говорили, например, Палестина. То есть филистимлян уже нет, а историческая область и Палестина существует. Ну или, например, Андалусия. Никаких вандалов там уже нет с VI века, а тем не менее историческая область существует. И население считает себя андалусийцами, больше, чем испанцами. В то время, как, собственно говоря, несмотря на языковое соответствие с вандалами, никакого происхождения от вандалов у них, разумеется, нет. Хотя интеллигенция может и внедрить, попытаться такое сознать, что они потомки, значит, еще и вандалов. Ну, такие есть в истории моменты. Как же происходило вот это самое внедрение булгарского самосознания вот в эту самую уже более позднюю среду? Очевидно, здесь главную роль сыграло то, что в XVIII веке татарское общество, мусульманское, тюрко-мусульманское общество испытало очень сильное давление со стороны российского государства, императорской власти в сторону христианизации и православнизации и русификации. В этой борьбе общество
попыталась сначала отстоять свою самостоятельность, независимость вооруженным путем. Но все эти попытки вооруженного сопротивления фактически к началу 17 века прекратились. И даже смута привела к волнениям в нерусской среде. И, собственно, многие мусульмане, особенно в Приочье, в Нижегородском крае, в Арзамасском крае, стали источником сопротивления царской власти, в частности и Василию Шуйскому, и другим, и позднее Михаилу Романову, до поры до времени. И основой, где, собственно, было много сторонников сначала Болотникова, Лжедмитрия I, Лжедмитрия II, недаром они скрывались как раз в южных районах. Но когда вооруженная борьба потерпела поражение, нужно было как-то обосновать, объяснить себе, почему, что же случилось, и какой выход для нации, для народа в том, как сделать, чтобы не просто сохранить крепость веры, но и куда нам развиваться, что делать, кто мы, переосмыслить. Вот для многих сообществ, которые испытали такое колониальное давление, это довольно характерно. У индейцев Северной Америки, и почему этнографы заинтересовались, собственно, этим, была так называемая пляска духов. После того, как вооруженным путем индейцы не смогли защитить свои территории, даже резервации были изгнаны, у них началось такое движение «Пляска духов». Они собирались, там пели свои песни, боевые танцы. Это было такое духовное сопротивление, духовное единение, попытка найти какой-то духовные ориентиры для того, чтобы сопротивляться оккупации белых и их колониальному давлению. Надо сказать, что американские власти не просто расстреливали, уничтожали этих самых, и эта пляска духов была в конце концов уничтожена. То есть те, кто ее последователи, были практически все истреблены. Но есть и другое. В Латинской Америке, например, знаменитое есть движение, там более у нас известно Сендеро Луминоса, но есть еще и движение Тупак Амару. Оно известно тем, что в свое время захватило японское посольство, там его героически освобождали этих японцев. Движение Тупак Амару, оно ставит своей целью возрождение инкского государства Таантинсую. То есть возврат к Инкской империи. Они считают, что именно там не только прародина, но и духовные ориентиры находятся там. Но есть у нас и более такие примеры, которые на слуху просто мы не очень хорошо это, не очень правильно оцениваем. Смотрите, я вас немножко перебью, да. Понятное дело, что булгаризм – это отсылка к мусульманской идентичности, очень сильная. Нет, я пытаюсь сказать типологически, где находится это возвращение к исламской идентичности. Есть такая идеология сионизма. А почему? Что такое? Почему сионизм? Сион, территория возрождения. Нет, да, возрождение храма на горе Сион, да. То есть возрождение тысячелетнего храма Соломона. А что это? Это же кризисный культ. Впервые, когда идеологи этого самого возрождения, участники первого, второго сионистского съезда в Швейцарии, провозглашали его, то они провозглашали возрождение государства Израиль на исторической родине, возрождение храма. То есть это все эти движения называются кризисными культами. То есть во время кризиса, когда общество переживает непреодолимый духовный кризис, который нельзя преодолеть вооруженным путем, только духовным. Что мы видим и у татар. Есть, там не так
это выражено, и нет такого манифеста, но тем не менее сводки остались. Это движение Муллы Мурада, например, который приходил и собрал людей на развалинах Болгара и призывал возродить священный град Болгар. Это какой век? Это 18-й, 18-й. середина 18 века. Но есть у нас письмо Батырши, Да, кстати, письмо Батырши. где он тоже там пишет, что они хотят, движение за что было. Он говорит, что мы, потомки вот служилых татар-мещеряков, мы выступаем за возрождение священного града Болгара. То есть наша цель, и это, он говорил, что это не то, что мы нас заставили взяться за оружие, а так-то мы хотели, ну, духовно, то есть возрождение крепости веры. В чем? Это позднее уже идеологи, это в конце 18 века, Муслими, Тажиддин Ялчегул, они уже составили такой манифест, что ли, вот этого самого булгаризма. Они, в чем он заключался? В том, что нынешняя вера испорчена, что вот золотоордынские ханы и там это, они испортили эту веру. Да. В результате чего, с одной стороны, наш Аксак Тимур чуть нас не уничтожил, разорил, а потом российское правительство. Но российское правительство, оно понимает, оно поддерживает мусульман. Ну, просто в это времена Екатерины уже. Ну, да. Поэтому, когда вышел указ о веротерпимости, но мы-то с своей стороны должны укреплять эту веру. Мы должны следовать истокам, отказаться от многих вредных традиций, которые, ну, являются наслоениями, и вернуться к прежней, старой вере, к булгарской вере, которая, вот как ты говоришь, в головах ассоциировалась с самым строгим, настоящим исламом. Да-да-да. А вот мы повреждены. Эта традиция, кстати, что очень сильно напоминает? Фундаментализм. Пуританство, да, Пуританство. именно, совершенно правильно. То есть пуритане, это как то же самое требовали возврата к и настоящей христианской вере. То есть и ваххабиты, да, совершенно точно. Один из исследователей ваххабизма и истории Саудовской Аравии, Андрей Васильев, он прямо пишет, книгу назвал, посвященную ваххабитам, «Пуритане ислама». Да. То есть совершенно четко здесь параллель. И булгарская вот эта вера не артикулирована, ну, она тоже является не просто кризисным культом, это возражение к пуритантизму. То есть и именно в таком ключе это все понимал именно Гайнан Ваисов, который создал секту, которая выступала за отказ от сотрудничества с российским государством, создание наднациональных и внетерриториальных рамок, объявил свою усадьбу, собрал своих сторонников, что это территория свободного булгарского государства, что мы особый полк, ну, видимо, раздел, что ли, мусульман, и требовал строгого следования неким предписаниям Корана. Ну, тут настоящий ваххабизм. При этом он отвергал всех мул, указных мул, и считал, что российское государство не должно насаждать и не должно через духовное управление влиять на мусульман. У меня вопрос. Как появление такого суперсектантского сообщества допустила жандармерия наша российская императорская? Они вообще понимают, что происходит? Ну, сначала они, видимо, это хотели использовать в своих целях, как чтобы, ну, расшатать. Все-таки тут развиваются татары, как-то укрепляются, а тут, ну, такая раз и духовная какая-то такая, ну,
укол такой зонтиком, да, и вот вы пока с ними разбираетесь, вместо того, чтобы развивать просвещение, там это, а вот может мы, так сказать, вот этот пуританизм разовьем, и будет меньше уделять внимание образованию, развитию просвещения там. Ну, то есть такое отвлекало такое. Да, конечно, несомненно. Но татары как раз оказались в этом смысле гораздо более прозорливыми, и через какое-то время жители, значит, татарской слободы собрались и разогнали эту усадьбу, разорили. Но надо сказать, что Габдулла Тукай в своей поэме «Сеной базар» или «Новый Кисикбаш», он дает уничижительную характеристику. Давайте почитаем, я вижу вашу книгу. Сейчас, давайте почитаем. Ну, прям сверху. Дворец, подобный этому сараю, не снился и Касимский Ибраю. Ворота, вывески зеленые над ними, над ней слова написаны такие. Живет здесь полк сектантов, невозбранно, преступное отродье Гайнана. Толкнул ворота Карахмет ногой, быстро зашагал к дворцу тропою, заходит, видит женщину. Ну, это дальше, да. Здесь Дальше, вот. дальше, видимо, Дальше, вот смотри, вот увидев. Увидев Карахмета, все в едином к нему порыве, защити от дива, изнемогаем в ужасе от страха, нас вырезает в день по 5 душ сразу. Нас было много больше в эту осень, теперь осталось нас всего 5 сотен. Ну, то есть... Остракизму подвергли. Однозначно. И более того, их разогнали, они пытаясь где-то в Зеленодольском районе снова создать общину. Но в конце концов Гайнана Вейсова в психбольницу отправили, в лечебницу для душевно больных, и он там писал письма императору, что его здесь подвергают гонениям, что он требует вернуть ему книги, вернуть ему возможность проповедовать там и так далее. Но российское государство уже распознало, что это секта, и что это вызывает ненужное национальное противоборство, а это, в общем, никому не было нужно. И так он, к сожалению, потом умер. Но дело его жило, и особенно оно активизировалось уже в 17 году. Ну, об этом мы поговорим чуть позднее. А здесь мы скажем вот о чем. Понимаете, это самое крайнее направление вот этого кризисного культа. Это сектантство, в которое обычно, в конце концов, и вырождается все вот такие террористические организации, какие-то секты, которые все равно ведут в этом направлении. Но основное население, конечно, было гораздо более лояльным, но, тем не менее, сам термин «булгарская вера» вошел в широкие народные массы и в круги интеллигенции. И можно сказать, что с начала 19 века, мусульманская вера, старая, прежняя мусульманская вера ассоциировалась с булгарской. То есть, когда говорили «мы мусульмане», подразумевалось, что вот есть люди, которые вот староверы, вот недаром Гайнан говорил, что мы староверы. Вот булгарская – это старая вера, а вот нынешняя, она уже, ну, некоторая такая искаженная. И именно в такой коннотации, как древняя земля, как древний язык, она используется в том числе в татарской литературе, ну, особенно часто у Резаэддина Фахруддинова есть, что мы потомки вот этих самых булгар. Есть это и у Гайза Исхаки, особенно вот Ахарзаман через 200 лет, где он там не просто ругает татар и считает, что, знаешь, все беды от татарской аристократии, но и говорит, что вот наша истинная там вера, это мусульманство и наши булгарские корни. Есть такие мотивы, ну, как наша булгарская земля даже у Тукая. Но у Тукая есть много еще и другого, допустим, татарский марш. И, ну, особенно есть у него и публицистические произведения, где он пишет
ну, такое обращение, и там у него есть такие слова, что раньше мы еще спорили, мы турки или татары. И раньше еще в середине, ну как бы у наших отцов можно было еще сомневаться, турки мы или татары. Но сейчас-то мы татары здесь в Казани, а ты, Эфенди, значит, в Турции. И этого спора уже нет. У нас татарский язык, татарская литература, татарская печать. Кстати, То есть вот, значит, в чем вот нерв, никакого булгаризма. То есть в одном человеке Габдулла Тукая была и критика булгаристов, секты крайней, да? Да. Вот, кстати, И при этом он называл, что наши предки и наша земля булгарская. Но это как историческая отсылка к тому, что это историческая земля. Наследие, ну, как бы, допустим, вот опять же мы говорили, что, допустим, там Андалусия, да, но нет никаких, это историческая область. Я просто вам скажу, что, значит, наши идеологические оппоненты, эти башкирские миссионеры, любят ссылаться на одно отрывок из Габдуллы Тукая. Вот я его зачитаю, да. В прошлом году учитель Ахмак Шерик Саттаров помешался на слове «татарские». Этот господин почти ежедневно стал печатать различный мусор под названием «татарский народ», «татарская девушка», «татарская шапочка», «татарские башмаки», «татарская простокваша», «татарские рожки». И заполнил ими книжные магазины. Таких людей обычно помещают в «желтый дом». Но тут есть одна сторона дела. Если помешать этого национального юродивого, который каждую вещь обязательно называет татарской, то необходимо помещать именно в татарский сумасшедший дом. А такого дома у нас, к сожалению, нет. Что же поделаешь? На воле ходит, пишет Габдулла Тукай. То есть, получается, в одном человеке... Нет, тут важен контекст, тут нельзя вырвать. Он же не отвергает того, что татарский, я же еще раз, у него сами произведения, допустим, там татарский марш, и он оскорбленный татарской девушке, ну, много чего другого. Но дело-то ведь в другом. Здесь-то он говорит, что не надо всему присваивать лишний раз термин татарский. Ну, в принципе, я сегодня, например, тоже против того, чтобы создавался, не знаю, татарский Facebook, татарский YouTube, татарский Голливуд. Да, или все там называл, да, все по татарским. Да, это режет слух и, в общем, лишним кажется. Хотя, может быть, и правильно, но, тем не менее, избыточно. Мне кажется, что он издевался просто над таким, ну, избыточным желанием маркетингового хода, назвал, значит, татарской, значит, простоквашу. И как бы вот все начинают покупать, что она отличается от русской. Ну, я думаю, что поэтому здесь как раз очень яркий пример. Но повторю, что булгарский – это не идентичность. Это представление об исторических корнях. Да. А идентичность у него была, несомненно, татарская, и никто в этом не сомневается. Но при этом он был чужд такому, ну, псевдо, ну, постоянному упоминанию, постоянное заклинание, вот, указание на татарскость. Он считал, что это лишнее, избыточное, я думаю, что и совершенно справедливо. Вот. При этом, ну, когда мы говорим о татарской идеологии и татарской идентичности, то она-то, несомненно, особенно после трудов Шагабуддина Марджани, который там в риторической форме задавал вопрос: кто ты, если не татарин? Он говорит, ну, и заявлял от противного: если мы даже назовемся там кем-то другим, сартами, арабами, ну неужели вы думаете, что нас соседи перестанут именовать татарами? И сами мы не будем знать, что мы татары. То есть это, как говорит, бороду-то сбрить можно, а умище-то куда? Так и здесь. От имени татар отказаться можно, а от наследия татарского куда деться? И вот в этом смысле булгарское мусульманское наследие также является нашим.
Никуда мы не собираемся с ним делиться ни с чувашами, ни с башкирами. Это наше наследие. Оно неотъемлемая часть нашего культурного кода, цивилизационного кода. Но за это время произошли процессы нациостроительства, которые сделали из нас именно татар. И вот этот процесс как раз происходил в XIX веке, и фактически от эпохи, когда вот писали Тажидин Алчигул, Муслими, Булгар Тарихи и так далее, до через Шагабуддина Марджани к Тукаю, вот мы видим, какой путь произошла за 100 лет татарская нация, которая превратилась из татар, из мусульман с такими булгарским наследием, превратилась в современную татарскую нацию. Так, давайте теперь поговорим о 20 веке, потому что 20 век тоже богат на события. Да. Значит, правильно ли я понимаю, что постановление ВКПБ 1944 года дало хороший толчок развитию булгаризма в среде татарской советской интеллигенции? Да. Это не толчок, я бы сказал, а это руководящее указание. Подпитка, получается. Не подпитка, а наоборот. Это просто целеуказание. И учитывая, как это трактовалось в то время, шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, прыжок на месте, провокация. Поэтому вот булгаризм был указан, направлен и выбран в качестве единственного, а именно этот самый булгаризм поддерживался всей мощью советского государства, на страже которого стоял татарский обком и его идеологический отдел. Я где-то вот слышал, как будто Фикрат Табиев высказывался, вот типа, зря, конечно, мы ТССРом обозвались, надо было Булгасером обозваться, Булгасер или как-то так. Да. Вот. Значит, Булгарстаном, да. Булгарстаном, да. Значит, самые яркие, значит, представители это поколения булгаристов, значит, у нас Альфред Хасанович Халиков, я так понимаю, да, Мирфатых Закиев, да? Да, Салям Алишев. Салям Алишев. Ну, и ряд других. Там фактически... А вот они как бы восприняли это, или они тоже проходили через какую-то эволюцию взглядов? Вот как вы с конкретными людьми даже обсуждали? Да. Да. Ну, надо сказать, что вот эту фразу о том, что Фикрат Табиев, мне, с одной стороны, рассказывал Валерий Тишков, которому он сказал. И Тишков даже в одной своей книге написал об этом. А с другой стороны, именно об этом Мансур Хасанович Хасанов мне тоже говорил, что когда он услышал от Табиева, что нам надо бы переименоваться в булгары, он говорит, я чуть не посидел там. И долгие, значит, мы в санатории, и он рассказывает, что ходил вместе с Табиевым, пытался ему рассказать, объяснить, что мы-то татары, и вообще, что это глупости надо отбросить, и ну, булгарское происхождение это одно, а чтобы обозваться это, но он просто как такой партийный чиновник уже шел впереди, бежал, хотел бежать впереди паровоза. Ну, про Табиева, да, много что можно говорить. Но здесь вот что. Дело в том, что не было альтернатив. На самом деле все движение было не булгарским, а татарским. Еще раз говорю, булгарская секта Ваисова это была и оставалась сектой, за которой, ну, в лучшие годы было, ну, 500, ну, там разогнали 200 человек их было, ну, может было чуть побольше. Но дело в том, что в 17 году, когда началось, вот, был свергнут царизм, началось брожение такое, а Гайнан, Сардар Ваисов и его сын и наследник объявили, что они являются социалистами, что они главные социалисты, что они вот исламский социализм это вот как раз про них. И что вот этот самый староверческий полк,
объявляет войну татарской буржуазии. И вот тут-то его и попытались использовать большевики, и в частности, когда пытались деятели, ну, во главе с Алкиным объявить 1 марта образование в Казани Идель-Урал-Штаты, то есть Волго-Уральской республики, Волго-Уральской Советской Социалистической Республики, если быть точнее, то как раз Ваисов, он выступил с тем, что надо это запретить, начал собирать народ. И когда татары собрались и, в общем, стали опять говорить, что это секта, что надо это запретить, откуда-то прозвучали выстрелы, и он был убит. Так и до сих пор непонятно. Но большевики это использовали в качестве такой сакральной жертвы, как сейчас иногда говорят, что вот погиб за народное дело, за дело пролетариата. Типа как Бауман, что ли? Даже сильнее. Баумана в 1905 году, и кто его знает, кирпичом ударили черносотенцы. Трубой. Да, а здесь, в центре Казани, значит, то его с помпой, когда разогнали вот эти вот самые полки, запасной полк, который был основой, собственно, на него надеялся Алкин и его товарищи, чтобы провозгласить республику, то его с почестями похоронили. Сейчас его могила находится в парке Горького, да. Вот это знаменитая аллея. Да, героев, да. То есть там хотели создать какой-то такой отдельно, поэтому не Нарвском кладбище, а вот здесь вот какую-то аллею героев, и вот он там первым лицом, значит, там и был похоронен как борец за народное дело. А потом его сторонники даже создавали вооруженные части в том числе, и участвовали в гражданской войне, и в том числе в становлении советской власти в Средней Азии. Есть, сохранилось несколько писем, в частности, вот этих самых, которые вернулись после гражданской войны в Казань и писали письма в ЦК и в обком, что вот как так мы боролись против татарской буржуазии, а здесь нас никто не ценит, никто не любит и никто не собирается давать нам какую-то идеологическую площадку для проповеди своих социалистических булгаристских взглядов. И здесь вот как бы булгаризм, он с таким первоначальным социализмом соединялся. Но поскольку они были мусульманами и более того считали, так сказать, истинными считали, называли себя мусульманами, то для советской власти они были чужды. И потом советская власть, конечно, их всех изолировала. Под корень. Да. То есть эта крайность была советской власти не нужна. А республика ведь существовала очень сложная дилемма. Не татарская фракция же существовала в Государственной Думе, а мусульманская. И партия называлась «Иттифак аль-Муслимин», а не татарская. Там татарские деятели играли ведущую роль. Но потому что если бы они объявили татарскую партию, то сторонников, и они прекрасно понимали, было бы гораздо меньше. А здесь они объединялись фактически всех мусульман, и это позволяло решать многие проблемы, запросы там и так далее. Здесь, когда в 17 году стало, царское правительство разрушилось, и нужно было требовать уже реальную автономию, национально-культурную автономию, то опять-таки деятели татарские, то есть Андрей Максуди, Гаис Хаки, они ратовали за то, чтобы объединить Волго-Уральскую республику, внутри которой будут национально-культурные автономии, в том числе и татарская, там, чувашская. Но в принципе, я думаю, что они не отвергали и булгарскую, но если она будет в рамках действовать закона. Это уже как бы плебисцит. Но эти идеи не получили
не получили воплощения. Поэтому, когда некоторые деятели, наши друзья и коллеги из Башкортостана говорят, что был какой-то татарский проект, который подавлял и душил, значит, бедных башкир, это, конечно, не только глупость, неправда, но и передергивание фактов. Как раз татарские деятели выступали за то, чтобы создать общую республику, где национально-культурная автономия станет делом каждого, его личным выбором. Но этот проект не реализовался, потом была попытка создать татаро-башкирский, какой она еще могла быть? Потому что здесь с одной стороны татары, с другой стороны, как выяснилось, башкиры во главе с Валиди. Но и этот проект не был реализован. И после того, как была образована Башкирская республика, то есть никаким другим Булгарстаном эта республика быть не могла. Но и за это стояло, в общем, самосознание, собственно, деятелей, которые играли ведущую роль вот в этом процессе. Того же Муланура Вахитова, Султан Галеева, Саид Галеева и так далее, и так далее. И, были татары, да, и никого из них не было с какой-то двойной там или непонятной пограничной идентичностью. Но позднее, после такого всплеска политики коренизации в 20-х годах, в 30-х наступило заморозки, как обычно в нашей стране, и были репрессированы практически в 1939 году, когда создавался Институт языка, литературы и истории, для изучения, для институционального наполнения, истории, изучения, литературы, в конце концов, в школе надо преподавать. То есть нужны академические какие-то, во всех национальных республиках стали создаваться такие ИАЛИ, то есть академические учреждения. Так в Казани не нашлось ни одного кандидата наук татарина. То есть к этому времени это уже была просто голая, выжженная пустыня. Но постепенно стали работать, появляться историки, ученые, которые чудом, в общем, сохранились. Но таким раздражителем выступил Наки Санбет, который выпустил поэму «Идигей». И там позволил себе написать некоторую отсебятину, и в частности там нелицеприятно указывал, что, значит, рыжие русы хотят, захватили Булгар, разорили его, и там плач по этому разорению. Понятно, что такой выпад не мог обойти стороной ни обком партии, ни ЦК, туда понеслись доносы, и как раз в это время проходила кампания, можно сказать, усмирения народа после победы в Великой Отечественной войне. То есть слишком народ получил много свободы. А тут к этому времени Сталин решил, что пора опять опираться не на интернационализм, не на стремление реализовать проект мировой революции, тем более, что он просто провалился. И напоминать о нем, это все равно, что в доме повешенного говорить о веревке. Потому что идеи Сталина о мировой революции были прямо похоронены на полях Великой Отечественной войны, поскольку огромное количество ресурсов, и людских, и военных ресурсов было уничтожено. И никакой захвате мирового господства Советским Союзом речь не шла. А поэтому надо было опираться на русский национализм, патриотизм. И именно тогда пошли статьи, что русский народ является главным старшим братом в многонациональной семье. Среди героев появились Дмитрий Донской, Александр Невский, как известно, Суворов, Нахимов и Богдан Хмельницкий, присоединившийся к ним. И здесь всплеск такого татарского национализма, тем более с опорой на Золотую Орду, стал неприемлем.
Более того, стало понятно, что вот этот самый татарский национализм, он все равно будет опираться на золотоордынскую традицию. А золотоордынская традиция категорически не вписывалась в ту картину мира, который рисовал Советский Союз. И вот это постановление 1944 года и была тем самым ударом хлыста, который должен был указать верный путь татарским товарищам, куда им двигать и развивать. И это был, да, действительно четкий запрет. Надо сказать, что чуть попозже были уже реализованы и другие. Допустим, в 1948 году было постановление, посвященное джадидизму, но уже обкома. Фактически запрет на всю дореволюционную литературу. Джадидистскую. Да. Но не только джадидизм. Под видом джадидизма запрещалось вообще все от средневековой и до новейшей дореволюционной татарской литературы. И некоторые мотивы там и у современных писателей, ярлык привешивался джадидизма и так далее. И еще совсем недавно, я помню, в 80-е годы, там джадидизм это была такая бранная кличка, что там есть традиции джадидизма, и что это никакое не обновленчество, это буржуазное течение, которое нужно критиковать и всячески с ним бороться. Это уже в 90-е годы это стало признаваться как просветительство, будительство народа там, и так далее. А до этого это буржуазное реформаторство, которое, в общем, не по пути с пролетарским интернационализмом и пролетарской культурой. Поэтому вот это постановление сыграло, конечно, очень мрачную роль, потому что она не признавала, во-первых, никаких дискуссий и только единственную версию происхождения татар. Причем долгое время, ну, она была такая нестыкуемая, там было много огрехов. Но вот в 1975 и в 1978 году Александр Александрович Халиков написал довольно последовательно с таких булгарских позиций книгу о происхождении татарского народа из Булгар. Да. И он говорил, что вот эта татарская идентичность была внедрена буржуазными националистами, а что до этого народ и долгое время еще оставался булгарским. Ну, еще раз говорю, он исходил из концепта о народности, что в булгарском государстве была единая такая гомогенная общность, которая потом, как единое целое, никак не трансформируясь, не изменяясь, дожила до 19 века. А потом почему-то под действием татарских буржуазных националистов вдруг стала распадаться и превратилась в татарское. Но... Слушайте, а вот это постановление, оно действовало только на одну территорию Татарстана, а вот исследователи, не знаю, там Золотой Орды, скажем, в Самаре, в Удмуртии, они могли этим заниматься? Ну, нет, там... никто и не занимался. Только в Казани, в Москве можно было заниматься. А, только в Москве можно было заниматься? Да. Ну, или заниматься, ну, допустим, там, монетами Золотой Орды. Нумизматикой, да. Или, ну, каким-то еще, ну, в экспедиции. А так занимался раскопками, изучением, собственно, Золотой Орды только Герман Алексеевич Федоров-Давыдов. Но если вы внимательно почитаете его труды, там всегда есть очень такие важные ссылочки, что наше критическое отрицательное отношение к Золотой Орде как к паразитическому государству не должно мешать нам изучать его культуру. Ну, наверное, по-другому он написать тогда не может. Конечно, нет, я не в осуждении, я понимаю, в каких жутких, я просто говорю, в каких жутких условиях двоемыслия и это самого скотного двора вынуждены были жить и работать наши предшественники. Ладно, хорошо. Искандер Абы, вот смотрите, значит, постановление, значит, наша татарская интеллигенция, историки, археологи, ну, как бы взяли под козырек, все, исполняем.
Вот у нас, значит, Советский Союз развалился, там перестройка, конец 80-х, начало 90-х годов. Они как бы из булгаризма не захотели выбраться? Они так в нам остались? Кто-то произвел все-таки эволюцию, ушел от булгаризма? Несомненно, многие в этот момент, да, проявили себя с лучшей стороны. Например, Индус Рязакович Тагиров, который до этого допускал такие булгаристские выпады, он сразу же стал таким автором, который стал писать, в общем, было видно, что он и до этого страдал от того, что вынужден как-то заниматься двоемыслием, а здесь вернулся в строй. Ну, Мансур Хасанович Хасанов, он всегда был, просто не проявлял эту позицию татарскую, ну так явно. А после образования Академии наук она именно взяла путь на изучение именно и Золотой Орды, и развитие идентичности. Недаром при нем как раз была такая мощная конференция, проведена о единстве татарской нации. То есть он как раз выступал именно таким проводником и защитником татарской идентичности. То есть не все, то есть они вынуждены были в условиях двоемыслия или скрывать свои мысли, или отделываться какими-то такими ритуальными замечаниями. А когда эти запреты упали, то они вернулись к своей, настоящей, что ли, идентичности, корню своего самосознания. Фатых Закиев, как он так и остался, по-моему, да? Да, к сожалению, он мало того, что он был таким начетчиком, булгаристом, он еще и как языковед сложился в эпоху еще более, для языковедов худшую, в эпоху маризма, когда провозглашалось автохтонизм. И вот этот самый булгаризм смешался у него в голове с таким автохтонизмом. То есть местное происхождение, он даже отрицал, что, собственно, булгары это с юга. Он вообще говорил, что тюрки здесь жили с каменного века. И это не шутки, когда там говорят, что пятикантропы говорили по-татарски. Я просто нашел, значит, лекцию Нурдинова на YouTube, да, там 62 тысячи просмотров, кто его смотрит, да, и он там говорит такую вещь, что, значит, булгарскому народу 17 тысяч лет. Да. Это крайность этой концепции, да, автохтонизма. Конечно, да, Нурдинов взял на себя роль такого проповедника, сродни Гайнану и Сардару Ваисову. Но у него неплохо получалось. Я должен сказать, что Ребята, извините, значит, немножко прервались. Проблемы с интернетом, видимо, злые булгаристы. Нет, просто... Давай тогда я выкачу браузер и буду с телефона сидеть. Угу. Так, друзья, еще раз просим прощения. Если что, напишите, с какого момента вы нас перестали видеть. Небольшие проблемы с интернетом. Сами понимаете, пятница, вечер, видимо, люди после работы начинают подсоединяться, и нам не хватает мощности интернета. В общем, еще раз напомню, пожалуйста, потерпите, кто это уже слышит третий раз. Значит, заход истории у нас такой. Значит, в интернете я нашел двухчасовую лекцию Фаргата Нурдинова, то есть, современный проповедник булгаризма. И удивился, что он в своей лекции говорит, что булгарскому народу 17 тысячелетий. Серьезное заявление. И тут Искандер Абы начал рассказывать, что, оказывается, у него есть личное отношение с Фаргатом Нурдиновым. Кто он такой? Он закончил исторический факультет, получил комплекс необходимых знаний, но при попытке поступления в аспирантуру он не смог поступить в аспирантуру, пошел работать в Государственный тогда исторический музей.
А поступить не смог, потому что почему? В аспирантуру? Ну, не сдал экзамены. И говорят, что некоторые у него был психологический надлом такой, он даже лечился. Но, видимо, вот этот психологический надлом связан еще с одним фактором, который так или иначе переживали многие историки, которые занимались средневековой историей. В отличие от других народов, у которых есть довольно связанная история. Ну, допустим, вот у русских есть повесть временных лет, где довольно погодная запись шла многих событий и сохранились многочисленные свидетельства. У восточной различные мировые истории сохранили сведения о многих государствах, где тоже близко к погодным записям. Хроники западноевропейские многочисленные также доносят до нас мельчайшие оттенки всех событий и довольно подробное изложение, что происходило, как происходило это, и подоплеку событий, и авторскую хронистов, а ее оценку. Ничего этого у нас нет. Отрывочные свидетельства, причем 99% это иноязычные, иноэтничные источники. В этой ситуации историки вынуждены работать с тем, что есть. Исследовать комплексные эти все источники, анализировать их, сопоставлять и только на основе этого реконструировать историю. Но многим хотелось перешагнуть через этот этап и сразу получить связанную историю, написанную текстуально. И, очевидно, вот в какой-то момент он перешел от того, что рассказывал, как он видит историю по источникам, к тому, что как ему казалось, это должно выглядеть по некоторому мифическому источнику. И, видимо, вот итогом вот этих его духовных исканий стала вот эта вот самая многотомная история Джафар Тарихи в разных дополнениях, видов. В 1983 году мы с ним встречались, я приходил в национальный, тогда государственный музей, мы с ним разговаривали, у нас был общий мой друг, товарищ. Сейчас он живет в Венгрии, Тагир Абдуллин, который был и остается довольно таким ярым булгаристом, даже какую-то газету издает в Венгрии. Но вот он дружил с Фаргатом и так и попал под его тлетворное влияние и остался булгаристом. Ну вот тогда Фаргат показывал нам небольшой рукописный рассказ о происхождении Казани, о легендах. В общем, что-то близко навеянное к казанской истории, но с какими-то дополнениями. Интересно, что ни в одном из сочинений, которые ныне издано, я такого отрывка не видел. А он говорил, что это вот отрывок прямо вот из этой самой летописи. Другие люди тоже говорили, что видели какие-то части, фрагменты, часть из них есть, некоторые в переработанном виде есть. Я помню, на одной из конференций он пришел в Иали, там шел вопрос о происхождении Казани, об истории. Он слушал, потом вышел и говорит: знаете что, дорогие ученые, я все это слушал, все это глупости, все это не так. Сейчас я вам скажу, как это было в действительности. И начал, тут все, даже уши у всех свернулись в трубочку, говорят: слушай, дорогой, а откуда это? Это я нашел один исторический источник. Я говорю: а где, покажи? Нет, не покажу. Дайте денег, я его переведу, отредактирую. И после этого представлю научной общественности. Говорит: ну что, прежде чем что-то публиковать, давать деньги, особенно на это, мы должны оценить, что это такое, а потом уже будем решать, источник это или фантазия. Он говорит: нет, сначала вы дайте деньги, я вот это издам.
И, ну, говорит, ну давайте фрагментами хотя бы опубликуем. Нет, нет, я хочу только целиком издавать. И так появилось вот в 1981 году в Оренбурге вот это самое первое издание Джафар Тарихи. Надо сказать, что было, ну так сразу вызвало, ну, бурю чувств. Многие люди высказывались по этому поводу. Но надо сказать, что ну, самые такие положительные мнения это было о том, что ну, не может человек все это сочинить. Ну, это же такой адский труд, гениальный ученый, гениальный писатель только мог сделать это и написать такую историю. Ну, среди нас, поскольку мы таких гениальных не знаем, ну, кроме, наверное, может быть, меня, дорогого, а вот раз таких нет, то значит это древние авторы. Только древние были такими гениальными, у нас таких уже нет. Ну, во-первых, значит, человек... таких историй, не, ну таких историй, да, вообще написано фальшивых довольно много. Ну, например, Урал-Батыр. Ну, это оставим за скобкой. Например, книга Мормона, например, да, по которой живут и действуют в штате. Даже есть университет, где преподают ее в качестве такой реальной истории. Ну, есть, в конце концов, ну, много других. Допустим, Влесова книга. Одна из таких историй. Ну и потом. Это, ну, заведомые фальшивки. Ну, там, литературная игра, там, песни Оссиана, Макферсона, где сам, значит, автор сочинил некую поэму, которую выдавал за древние кельтские сказания. Но есть и авторы, которые писали и истории. Мало того, что писали историю, так сочиняли языки, ну, например, эльфийский, гномий язык. Это профессор Толкиен, профессор Оксфордского университета, создал целую вселенную, значит, Средиземья. Ну, конечно, он был гением, но у него разработана эта история, ну, поверх он ее называл нереальной, да? Он прямо писал как фэнтези. Но вообще она разработана гораздо лучше и подробнее, чем в Джафар Тарихи описана Булгария. Но есть и другие подобные. Например, в начале 19 века в Праге вдруг обнаружилось, ну, как сказали те авторы, которые обнаружили ее и начали публиковать, так называемая Королевградская история, хроника, что она найдена в каком-то в запасниках какого-то монастыря, и что там идет повествование о древнем чешском государстве с X века и даже раньше, и такая цельная история чешского народа. И это вызвало такой общественный резонанс, подъем чешского национального движения и такое движение, ну, будителей и реформаторов, которые подняли интерес к этому. Но надо сказать, что к их чести через 20 лет они признали, что это они сами сочинили. Что никакой реальной истории, но это вошло в анналы, хотя появилось много авторов, которые писали, это же все там соответствует действительности, что все это сопоставляется с фактами, что все это очень верно рассказывает. На основе ее создавались и учебники истории, и книги, ну, пока наконец не признали, что это все миф и не имеет никакого отношение к действительности. Но там-то они, поскольку были ученые, видимо, они не хотели войти в историю как фальсификаторы. Ну и остаться как такие будители народа. Но их, по крайней мере, призыв понятен. А что этой самой истории Фаргат Наудинов провозглашает? Возрождение булгарского, насыщение каким-то мифическим сознанием, раскол в татарскую среду. Но самое
плохое, что эта история плохо написана. Вот вы говорите, плохо написано. Вот что имеете в виду? Давайте вот Хорошо. разберемся. Да. Вот почему плохо написано. Да потому что Фаргат Нурудинов, к нашему счастью, ну или к сожалению, он, во-первых, конечно, не знал татарского языка, не владел арабской графикой и не читал восточных рукописей. И, ну, хотя и учился на истфаке, но такого цельного образования не получил, по крайней мере, которое бы дало возможность ему реконструировать и хотя бы сделать что-то, что похоже было на правдивую, ну, реальную историю. Вот это что-то типа Влесовой книги, которые все филологи, все историки в один голос сразу говорят, что это фальшивка, и там только начнешь читать, сразу понятно, что это не мог древний и средневековый автор писать таким образом. Не зашоренным взглядом посмотрит на этот Джафар Тарихи, то увидит, что за этим текстом нет даже татарского языка. То есть автор сразу писал все это на русском языке. Все вот эти рассказки, что он нашел где-то в Петропавловске, может быть, так? Да. Ну сейчас, да, быстро сейчас закончим. Хорошо. Так вот. Друзья, прошу прощения, еще раз прервались. Значит, если что, напишите в чате, где именно... Я повторю. Да, остановились. Значит, Искандер Абы повторит сейчас для вас. Да. Любая восточная рукопись всегда начинается с икамы. Ля-ляхи, ля-ляхи. Ничего другого быть не может. Если мы посмотрим, как начинается Джафар Тарихи, то, дорогой читатель, тебе привет. Это мне напоминает роман Василия Яна «Чингисхан», который ведется от имени вымышленного автора, который именно так начинает. Конечно, Ян был янчевецкий, человеком очень образованным и прекрасно знал и тюркскую речь, и персидский, частично арабский. И он бы никогда не начал, не вложил эти слова в автор, в уста восточного автора. Он все прекрасно понимал. Но он же писал в советское время. Он получил сталинскую премию за этот роман. Там не может быть никакого упоминания Аллаха. Поэтому вот он изобрел такое приветствие. Но почему-то Фаргат Нурудинов решил, что это характерно для всех восточных рукописей. И он использовал именно, вот прямо посмотрит, может сравнить. Это приветствие как раз из романа Яна «Чингисхан». Но в тексте есть и более такие откровенные моменты. Ну, например, много в этом тексте дат, который начинается, например, в 886 году, в 999 году. Так, это же, ребята, булгары жили по хиджи. Вот, ну да, но почему-то Фаргат Нурудинов, видимо, не знал об этом. Почему я и говорю, что за этим текстом не стоит никакого восточного тюркского текста. Курсы хронологии прогуливал. Да, разумеется. Но это как всегда. Фальсификаторам кажется, что они так уж прям сделали. Но на самом деле в мелочах они постоянно прокалываются. И вот дата одна из таких характерных элементов. То есть не может быть дата, допустим, 380 год хиджи переведен, ну, допустим, там 991 год. Никак не может, потому что она должна быть переведена двойным годом, потому что лунный календарь, он не совпадает с солнечным. Ну, да. И там должно быть 982-983. Ну, например. Но ничего этого нет. Там вся Джафар Тарихи описана именно вот такими короткими датами, что невозможно просто. Это уже говорит о том, что никакого татарского текста за этим не стояло. Ну, например, там есть много таких выражений, идиом, которые мы, ну, язык наш засорен, и мы употребляем их, не понимая, что мы говорим идиомами. Ну, например, там такие «орать во все горло» или «стоять крепко, как стена». Ну,
А что там стояло? А что за тюркское выражение было орать во все горло? Что за фраза была переведена этой идиомой? Ну, или там есть, значит, там некоторые моменты переведены, а некоторые, значит, термины почему-то даются без перевода. Там должна быть какая-то унификация. А что стояло-то в настоящем-то тексте? Что, допустим, князь, там, царь. А какой термин стоял там это? Или там выдуманные какие-то термины там есть, а их почему автор не перевел? Но это тоже можно сказать, что какие-то мелочи. Но есть и более такие серьезные вещи. Например, там есть такая фраза, там описано сражение, и говорит, что булгары ринулись на врага, размахивая мечами, палашами и саблями. Палаши. Мечи, палаши и сабли. Что было в тюркском тексте, в булгарском тексте? Какие термины позволили переводчику перевести это мечи, палаши и сабли? Да никакие. Дело в том, что в тюркской литературе существует только один термин для клинкового оружия – клыч. Он же 3 раза повторил. Клыч, клыч, клыч. А переводчик перевел меч, палаш, сабля. Ну, и таких, если вчитаться в этот текст, там засыпан. Например, там говорит про одного муэдзина, якобы, значит, что он обладал звучным голосом, поэтому его звали Накар. И вот Фаргат, когда публиковал, значит, была газетка «Булгар-Иле», и там он публиковал фрагменты, значит, своей истории. И вот там тоже есть эта фраза, но там в скобках написано, что Накар – это, значит, медная труба. Но привет ему. Дело в том, что Накар – это барабан, огромный воинский барабан. Он может быть звучать по-другому, но я бы назвал звук барабана глухим, но никак не звучным. То есть прозвище Накар он никак не мог получить. Все-таки голос с минаретом никак с барабаном не ассоциируется, ну, что бы мне ни говорили. Но еще раз говорю, это все свидетельствует о том, что никакого тюркского текста за этим не стоит. Что все это выдумано и написано сразу на русском языке. И вот со всеми идиомами, со всеми вот этими штуками. Ну, например, там есть и более такие там выдающиеся ошибки, которые показывают, что никакой восточный человек, ну, или знающий хотя бы, не мог такого написать. Ну, например, во всем тексте нет ни одного упоминания имени Аллаха. Нет ни одного упоминания Корана. Нет никакой коранической фразы. Но восточный источник просто не может быть так написан. Это же не эпос какой-нибудь там языческих народов. А здесь подчеркнута языческая летопись. Но только что мы говорили, что булгары и булгарская вера и ассоциировалась именно с крепостью веры и с такой кристальной, такой настоящей верой. И, собственно говоря, ваисовцы всегда подчеркивали, что они возрождают истинную веру. А тут их катехезис, да, можно сказать, их источник главный, и без единого упоминания имени Аллаха. Да. Как это так? Ну, или еще там есть такая фраза, значит, описывается приезд посольства Ибн Фадлана, там много дурацких подробностей, но есть так, значит, такая. И вот, значит, посольство развернуло зеленое знамя халифа.
Зеленая? Да. Она же черная была. Вот видишь, ты же человек образованный, а, к сожалению или к счастью, Фаргат Нуруддинов плохо учился и прогуливал не только хронологию, но и историю Востока. Он бы знал, действительно, конечно, и у шиитов, и у знамя халифата всегда черное. Но некоторые люди, видишь, как зеленое знамя ислама, это в подкорке у советского человека сидит. Поэтому никаким другим оно на страницах фальсификата и не могло быть. Ну, там есть еще огромное количество там географических названий, терминов, какие-то аллюзии в древнюю историю, там, в прошлое, вот эти 17 тысяч лет, там, веков. Такое впечатление, что автор мало того, что держит в руках современный учебник, так еще и географическую карту. И он дает эти все названия, там даже есть воспроизведена она, там все с мельчайших подробностей на современную карту нанесены эти самые термины. Но дело в том, что у восточного человека в голове не было такой карты, она совершенно другая. Ну, посмотрите на карту, которая есть в издании Махмуда Кашгари, или карта Аль-Идриси, но она совершенно не похожа на нашу. Именно там есть терминология для всех этих. Что же, у булгар была своя терминология. Например, это Черное море почему-то названо Сокланским. Ну, что это за термин, не будем даже обсуждать. Но в восточных источниках, в восточной традиции это море везде называется. Или ранее там Хазарское море, Хазар аль-Бахр, или Бунтус. Понтус, то есть, в арабской традиции БП, значит, вот оно, Бунтус, море Бунтус, и это неизменно так продолжается во всех источниках. Хорошо, значит, было названо Сокланским, да? А как переводчик догадался, что это черное? Как это вообще, на основе чего? Какие есть еще другие? Как это такая разветвленная географическая номенклатура вдруг нигде не упоминается больше? Ну и там есть и перевранные обычаи, значит, там татарские, там выдуманы какие-то, что булгар были там какие-то обычаи, что-то они осенние, ну такие детские, когда дети собираются, берут дома продукты и идут, значит, ну на пикник. А он, значит, говорит, что там собирались на верхушке деревьев и пугали птиц. Это же он не понимает, что это совершенно другого происхождения все эти обычаи и обряды. Ну и так далее. То есть, надо сказать, что обмануть он, конечно, не смог никого, ну, из серьезных исследователей. Например, Амельян Прицак, прекрасный немецкий и украинский тюрколог, он прямо написал, что это фальсификат, такое издевательское название. А может, татарский Оссиан, ну, апеллируя как раз к поэме вот этой выдуманной Макферсоном, значит, поэма Оссиана. И, значит, Ронаташ, тоже венгерский тюрколог, тоже писал, что это, конечно, несомненно, фальсификат, напоминающий Ильясову книгу. Юлай Шамиль Аглу, американский тоже тюрколог, также очень негативно писал, что это, конечно, фальшивка. Ну и татарские ученые во главе с Марселем Ахмедзяновым тоже сразу же стали говорить, писать, что это гнусная подделка под восточные рукописи. А уж он этих рукописей передержал в руках десятки тысяч. Не побоюсь этого слова. И даже диссертацию написал именно про рукописную книгу. Но есть, конечно, люди, которые стали использовать эту Джафар Тарихи для написания, в том числе, учебников. Был такой преподаватель в пединституте Мифтахов, который на основе Джафар Тарихи даже написал такой толстый том истории татарского народа, где в качестве вузовского учебника, где вся история, ну, я говорю, сродни что-то книге Мормона. То есть все переписал оттуда, и
преподавал на основе этого историю бедных детей, значит, дурил им голову вот это, значит, фальшивкой. Это какие года? Да какие, 80, 90-е и 80-е, он с 93-го года по начало нашего 21 века вдавливал в неокрепшие умы студентов пединститута вот такую ерундень. А все попытки, значит, и критиковать его, значит, наталкивались на то, что ректорат его прикрывал и говорил, что нет, не трогайте его, он, значит, прекрасный преподаватель. И, ну, это спорный момент, что тут нельзя говорить, что это фальшивка там и так далее. Ну, это понятно. Он был всю жизнь преподавателем истории КПСС и научного коммунизма. И тут вдруг, значит, 91 год, перестройка, и все это обрушилось. Он уже не мог дурить людям голову такой ерундой. Он нашел другую, поскольку, да, ну, нормальную историю он не знал, а эту историю можно было невозбранно преподавать, поскольку в ней-то у нее не было соперников. Это виртуальная история, она никому не была известна. И здесь он был в полном своем праве фантазировать, как хотел. Так он и делал. Скандер Абы, давайте закругляться. В общем, получается так, что сегодня, ну, кто у нас из живых болгаристов? Можно там какие-нибудь имена назвать? Тагир Абдуллин. Ну да, иммигранты, да. Она сейчас видно, вот сам дрейф булгаризма, он шел от такого представления о том, что это старая вера, что это вера наших предков, постепенно ну, не сходила вниз. И постановление 1944 года привело к тому, что появился научный необулгаризм, ну, который тоже выродился, вот в конце концов, вот этот самый фальсификат, и его поддерживают люди, которые в него верят. То есть это не поддается ни научному анализу, ни какому-то серьезному, ну, нельзя представить это в виде идентичности. Это просто голая вера. Вот правильно ты сказал, что Фаргат Нурудинов, он, это не слова ученого, не слова просветителя, а это слова пророка. То есть он проповедует из YouTube, из телеэкранов, ну пытался там, или писал, или выступал, когда на лекциях. Да, он умел красиво говорить. Здесь нельзя отнять у него. И его, кстати, лекции музейные там вызывали большой интерес. Выполнял он лекции в обществе знания на ура. Его приглашали везде. Но это проповедь, это дело веры. И люди стали булгаристами, потому что они хотели верить, а не потому что это такая серьезная, ну, какая-то научная идентичность. Особенно смешно это выглядит, когда есть сторонники булгаризма у татар Ульяновской области и Самарской губернии. А есть такие? Да, есть. Там даже общество, самое крепкое общество как раз в Ульяновске. Но дело в том, что все эти татары никакого отношения к булгарам не имеют. Это все переселенцы на засечной линии из Мещерского края. То есть, грубо говоря, мещерские татары. Вот потомки этих самых служилых мещерских татар вдруг возомнили себя какими-то потомками булгар, которых в Мещерском крае отродясь не было. Это как раз доказывает, что это современный булгаризм, это внесенное сознание. Это то, что советская власть, пытаясь расколоть татар, внесла в эти самые неокрепшие умы, и это плод конструирования и внедрения сознания. Поэтому мы будем, раз это внедренное, будем бороться с этим, будем писать. Ну, в принципе, у вас такой хороший переход-то получился к следующей теме. Мишари. Да, откуда они произошли, и как они возникли, чем они напоминают, и чем они близки к буртасам и башкирам. Да, конечно, поговорим в следующий раз. В общем,
уважаемые наши зрители, еще раз просим прощения. Постараемся в следующий раз минимизировать воздействие техники на нашу лекцию. Лично я для себя открыл Джафар Тарихи, потому что, признаюсь честно, будучи, конечно, булгаристом в интернете, Джафар Тарихи я не читал, но там у нас булгаристское сообщество его почему-то активно так поднимало. Вот. В общем, следующая наша лекция, она будет посвящена теме буртасов Мишер и Башкир. И Искандер-Абы, вы же в курсе, да, там в Башкирии центры мишарские создаются, открываются. Люди волнуются, что да как и почему. В общем, Поговорим. Да, поговорим. Ждите наш следующий стрим. Всем спасибо, всем рахмат. Бегу рахмат.